Крутые ступеньки старой московской хрущевки как бы напоминают Шамсулу Гуломову, что жить и трудиться в России не так-то легко. Трудовой мигрант вот уже второй день подряд приходит в известный среди его земляков кабинет на Сретенской улице в надежде получить помощь. Шамсуло попал в неприятную историю. Его кинул работодатель. 4 месяца назад мигрант из Таджикистана вместе с 3 десятками соотечественников взялся за строительство одного объекта. Зарплату в первый месяц выплатили вовремя, но потом начальство начало кормить рабочих обещаниями и не более. Вот 345 тысяч заложили, 170. Я вчера разговаривал по телефону с вашим. Я говорю, дайте расписку. Это он такой расписку тебе дал, что ли? Да, это наша бригадир расписка дал. Не, я попросил, чтобы вам дали официальный расписку, что данная организация имеет задолженность. Ну, вот то, что надо было, вот этого дали. И все? Ну да. А камень-то когда, думаете, получите деньги? А он каждый день обещает, когда будет, тогда дадим деньги. Бесконечные обещания бывшего работодателя в подобных историях дело обычное. Должники, издеваясь над наивными рабочими и чувствуя свою безнаказанность, водят их за нос. И это может продолжаться несколько лет. А все потому, что наниматели, как правило, не заключают трудовой договор с мигрантами и тем самым не имеют перед ними никаких юридических обязательств. Ни копейку. Они вот голодные сидят. В субботу обещали. В субботу. Говоришь, нет, берите вещи и на улицу выходите за ворота. А как и выйдя, вот сегодня вышли все голодные. Все голодные. Вот они не кушали в субботу ничего. Мы не кушали ничего. Вот, может, даже пройти по вагонам, ничего, хлеба нету. А в документе у тебя были разрешения на работу, ничего не было, да? А ход есть, разрешение на работу, ход нет, вот, допустим, другой район, туда пойдешь, Молодец. там тоже... Там приходит сотрудник ФМС и вас... Да. А работодатели, они оштрафовали вас? Ругали работодателя когда-нибудь, нет? Нет. Никогда не ругали. Только вас. В милицию и И депортацию, и да. оштрафовать по 5 тысяч. Да. А после вас берут других уже. Ну, конечно. Это в нашем цивилизованном российском государстве. Да. Ничего себе. А еще мы хотим завоевать мир. Вот можно завоевать благодаря 2 таджиков. Столкнувшись с безысходностью, трудовому мигранту не остается другого выхода, как смириться со своим положением. Однако находятся среди мигрантов смельчаки, в которых теплится надежда вернуть кровно заработанные деньги. Обычно как раз такие люди обращаются в национальные диаспоры за помощью, как последней инстанции. Получается, вы работали на дядку. Домой ничего не можете отправить. За жилье заплатили, за то, что покушали, и сделали документы. Так можно даже в России работать? Я думаю, так нельзя работать. Лучше дома, правильно, в Таджикистане? Ну, Хочешь в Таджикистан поехать работать? Лучше зарабатывать $100 и рядом с родителями. Или не получается же так? ну, получается тоже так. Ну ты готов поехать в Таджикистан за $100 жить там? Или невозможно там жить за $100? Ну, там за $100 невозможно жить. У вас семья есть, дети есть? Да, есть. Сколько жен у тебя? У нас один, Жена одна, а сколько детей? 2. Взрослые, небольшие? Старший первоклассник, а второй годник. Да. Они ждут зарплаты, да? Ну, естественно. Отчасти виновниками в подобных ситуациях оказываются сами таджикистанцы. Доверчивые и очень наивные мигранты, не заключая письменных договоров, полагаются больше на честное слово работодателя. Посмотри, январь, февраль, март, апрель, май. 5 месяцев наряда у меня есть. Посмотри по одной. Слушай, выключи, пока разберемся, потом мы с тебе снимем, хорошо? Получил 100 рублей в долг, и Колю отдашь. Зарплата, я вам 100 рублей дал, если вам кормиться не кассы взял деньги. Я же понимаю, тебе жрать надо, ему не дам. А ты раздели сам. Напиши расписку. А почему мне не дадите? Конец месяца не буду, опять не буду, мне придется воровать, почему я не буду? от кого-нибудь. Вот так себя ведут. Вот так вот. Потому что нас вынуждаете вы. Ну, уже вынуждаете. Ты уедешь, там будешь вот лапу сосать, тогда ты будешь вынуждать. Я Мы там тут рискуем с вами работать. Кому-то не досталось, может быть, и им не досталось, я не знаю. И многим не досталось. 1 миллион 34 тысячи. Это ты посчитал по бригадам, 1 миллион. Вот тебе команда, до конца марта рассчитайся, пожалуйста. Почему в комнате проживает более чем положено, а? Какая разница, кто там проживает? Юридическая безграмотность, по мнению Карамата Шарипова, дополняется еще и отсутствием у большинства рабочих необходимых рынку труда навыков. Это подталкивает граждан Таджикистана все больше заниматься низкопрофильной и низкооплачиваемой работой. Прибывшие из Таджикистана наши трудовые мигранты, большинство количества не прошли школьное образование.
Сегодня в России слово «таджик» стало именем нарицательным. Разнорабочих, грузчиков, дворников и прочих низкопрофильных людей здесь называют просто «таджик». История стремительного пикирования авторитета таджиков в России началась с первой половины 2000-х. По свидетельству Карамата Шарипова, в тот период, вслед за квалифицированными гражданами Таджикистана, Россию наводнили их низкопрофильные соотечественники. Услуга копать, ломать и строить заборы поначалу была очень востребованной. Ну а потом в обогатившейся от нефтедолларов России требование квалификации трудовых мигрантов резко повысилось. Соответственно, объективная трансформация рынка труда отодвинула большинство таджиков в еще более низкопрофильные сферы. Занятые самой низкооплачиваемой работой и живущие в нечеловеческих условиях выходцы из Таджикистана скатились в яму, оказавшись в самой низшей касте российского общества. سبب اساسی آمدن همه شهروندان توریستی که زیاده از 2 میلیون شهروند تاجیکستان از یک خانواده 4 نفر 3 نفر اومدن صاحب یک دندان شدن. این احوال اینا یعنی خودشون سگبانی اینا را یعنی سگ خانه دارد یعنی تاجیک ندارد هیچی. من از کسی قرض دارم نه از کسی میترسم دارم. اومدم پیش ملت خدا اومدم با ملت خدا گام میزنم فردا دارم وقتی روز بگوشم با ملت تاجیکستانی Джамшут, смотри, фильм начался. Гастронобайтерами. Такое положение таджикистанцев, конечно же, нашло свое отражение в современной российской культуре. Последний гвоздь в гроб репутации таджиков вбили вот эти 3 актера из популярного сериала «Наша Раша». Равшан и Джамшут представили таджиков в образе умственно отсталых людей, пьющие воду из унитаза, питающиеся туалетной бумагой и постоянно одержимые животными инстинктами дебилы. Нахрена так высоко сделали? Зачем ругаешься, начальник? Все это признак тяжелой болезни страны. Не могу себе представить, чтобы в Германии был снят такой фильм про турок, как турки плохо вот так вот смешно говорят по-немецки и падают там, не знаю, в сортиры, чтобы во Франции прошел такой фильм, снятый про арабов. Это невозможно себе представить просто. Для меня характерно также, что этот фильм, он презентуется телеканалом и продюсерской компанией, которые как бы ориентированы на европейские ценности. Так вот, граждане России и СНГ, смотрите, этот фильм сняли те, кто заталкивает нашу страну в европейские ценности. Нашей стране было всегда присуще уважение русских к таджикам, великой древней нации, которая создала свою уникальную цивилизацию. К таджикам, к узбекам, киргизам. Со своей стороны они проявляют свойственное уважение по отношению к русским. В течение 5 лет российское телевидение вбивало в умы своих граждан образ таджика как далекого человека и умственного урода. В том, что происходило вот в эфире «Наша Раша», да, значит, не было никакого смысла, что это был только смех. Нет. Вот тот образ, который мы сегодняшний день имеем, и там юмора не было. Если был юмор, то он был злой, коварный, унижающий достоинство гражданина Таджикистана, унижающий его культуру. За все эти годы для прекращения надругательства над достоинством 8-миллионной нации таджикской властью, впрочем, как и лояльным ей многочисленным диаспорам, не было сделано ровным счетом ничего. И только в 2009 году, вмешавшись в эту ситуацию, общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» положило конец этому кощунству. Обратите внимание на самое главное, что проходило мероприятие, это съезд таджикских трудовых мигрантов 17 ноября 2009 года. Съезд в протяжении 5 часов были высказаны мнения людей, мнения общества таджиков в России из 47 регионов России. Прекратить это безобразие. Абсолютно здесь голослянты ни при чем. Почему? Кто он такой? Это пешка. Это ребенок брошенный, как бывает, выкидыш у матери. Я вообще про это молдавана молчу. Но другая беда, эти же мигранты создают против своих собственных мигрантов. Кто такой армяне? Армяне, которые также приехали 300 лет назад в Россию. Беда в другом. Что, если было мужество у господина Галастяна, у господина Мартиросяна, сделали бы сразу 5 гастарбайтеров. Одного назвали армян, другого назвали аглы, третьего, как Джамшут, четвертого назвали там... Все, я понял. А почему вы этого не знаете? Потому что страх, если мы называем образ, можно было чеченцев вести, мы же говорим по телеканалам. Чеченцы это что? Террористов. Страшно. Завтра голова вылетела бы этого Галастяна вместе с каналом вместе. Не снимали мы про таджиков. Еще раз вам говорю. А вы что мне? Ну что вы мне? Остальные все дураки, получается? Память. Выброси его, как урод это написал.
Лидер таджикских трудовых мигрантов вспоминает, что когда создавалось общественное движение, ему даже в голову не приходило, что настанет время, когда он должен будет стать грудью на защиту чести и достоинства целой нации. Однако за свой подвиг Карамат Шарипов вместо почести и благодарности в последующем получил немалое количество критики и упреков от руководства Таджикистана. Впрочем, отношения лидера общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» с таджикскими же властями с самого начала сложились не лучшим образом. Люди, стоящие у истоков общественного движения, впервые поделились историей, как власти Таджикистана пытались воспрепятствовать регистрации данной организации. Во-первых, они пытались запретить проведение съезда. Когда же, значит, мы не пошли, да, на это и настаивали на проведении съезда, то нам пришлось писать, вот, опять же, национально-патриотическим силам общества, партии, движению национально-патриотические силы, представителям этого движения пришлось брать на себя ответственность за проведение съезда таджикские трудовые мигранты. В последующем официальный Душанбе делал попытки и не раз, чтобы деятельность данной организации канула в лету. Десятки нот по линии МИД Таджикистана на Смоленскую площадь, письма в Российскую Генпрокуратуру и предложения вакантных должностей в Таджикистане лидеру движения. Однако все эти усилия оказались тщетными. Почему он так себя ведет? Дайте ему должность. Но поймите, должность я с собой не забираю. И деньги тем более я с собой не забираю. Были предки наши, они пустыми руками ушли, и остался их нечестивно. Мы должны сохранить чистое имя таджиков. Может в лице Карамата Шарипова, может в лице других там наших культурных деятелей, учеными нашими. Это главная моя задача – сохранить лицо таджика. За 1,5 десятка лет работы с мигрантами Карамат Шарипов стал самым известным таджиком в России. Где бы речь ни шла о таджикистанцах, Шарипов тут как тут. Он называет себя правозащитником, хотя в реальности выполняет работу адвоката, а соотечественники и вовсе называют его своим лидером и предводителем. Тем не менее, как признается Карамат Шарипов, носить такое, хотя и неофициальное звание, не менее тяжко, как нести офицерские погоны, которые, впрочем, он тоже носил до этого. За время своей работы лидер таджикских трудовых мигрантов не побывал разве что за российским полярным кругом. Ради защиты прав своих соотечественников перед ним границ не существует. О колоссальной работе Шарипова и его коллег можно судить по вот этим 80 папкам. В каждой из них содержится по полсотни невыдуманных человеческих историй. Тут и дела об убийствах мигрантов, и об их пропаже, но, к счастью или к сожалению, основная часть об обмане. Наивные таджикские мигранты на широких российских просторах попадают в сети мошенников с невероятной быстротой. Чаще всего их труд используют в строительстве коттеджей. Вот, например, как на этом видео. У них отбирают паспорта и по несколько месяцев держат как рабов. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Это же написано и в таджикском паспорте. Один в один. Какого вы имеете право забирать паспорт? А? Его паспорт будет возвращен. Не его, всех, уважаемые, всех. Вот уже два. Нет, мы за одного человека не разговариваем, мы за всех. Я скажу, для чего забрали, чтобы люди не сбежали, а работали. Вы для этого забрали. Приезжай сюда, дай ему. Бывают и печальные истории. К примеру, этих ребят в течение 3 месяцев не выпускали из дачной территории. Вместе с документами у всех забрали телефоны. Чтобы мигранты работали и не умерли с голоду, хозяин коттеджа приносил строительные материалы и еду. А когда один из арестантов попытался сбежать с объекта, ему прострелили ногу, как зверю. А за что он стрелял? Он сказал, все, будете бесплатно работать. Бесплатно работать будете, да? Все, будете делать. Стяжковые, шпаклевку вот сделали. Все сделали бесплатно. Он говорит, еще 47 тысяч вернете, и потом я вас отпускаю. Паспорта взял. Ты сколько работаешь уже здесь? Уже 22-й день. 22-й день? А за что он выстрелил? За то, что ты хотел убежать, да? Да. Паспорт взяли, украли, убежали, мне посредник принес сюда. Сколько сейчас таких рабов по России, Карамат Шарипов даже предположить боится.
Единственное, чем он может помочь в таких случаях, так это среагировать на них. В его организации действует горячая линия и сформирована так называемая группа быстрого реагирования, которая состоит из людей разных профессий, адвокатов, журналистов и правозащитников, которые в случае поступления сигнала едут вызволять мигрантов. Абсолютно я поддерживаю обращение наших граждан нам или нашей организации, нашими региональными представителями, поскольку, значит, когда даже мы сами обращаемся на уровень государства, ответа мы не получаем. А что может делать простой человек, когда он обращается? В конечном итоге, да, мы едем на месте, разговариваем с работодателями. Мы, допустим, едем, когда пропал человек без вести, начинаем письмами или используем наш внутренний резерв, как называемый сайты и газеты. Публикуем же об этом, чтобы все же видели же. Мы к тому, что говорим, что человека нельзя бить, в конце концов, он человек. Эти вещи он не может произнести в присутствии представителей полиции же. Впрочем, с таким контингентом таджикская диаспора вряд ли добьется ощутимых результатов. Поэтому правозащитники решили воспользоваться еще и другими методами. Это, в первую очередь, информирование. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. В качестве информационного рупора общественное объединение «Таджикские трудовые мигранты» использует свои сайты и газеты. В них печатаются реальные истории людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Редакция издания считает, что людям проще учиться на чужих ошибках, чем читать утомительные советы экспертов. Особенность того материала, который приходит на наш сайт, заключается в том, что там боль, гнев, там сердце, там душа народа. И мы очень бережно относимся к тем текстам, которые к нам приходят. И, вероятно, это является одной из причин, по которым наша газета и наш сайт сегодня являются популярными среди граждан Таджикистана. На пути просвещения таджикских мигрантов сотрудники диаспоры неожиданно напоролись на жесткое сопротивление руководства ряда московских рынков. Они в категорической форме запретили распространять газету «Голос таджикистанцев» на территории рынка. В организации решили, что раз запрещают, значит что-то скрывают, и организовали скрытую съемку. На этих кадрах видно, как охранники рынка оперативно реагируют на раздачу газет активистами общественной организации. Женщины не успели раздать даже пару газет, как охрана, быстро подоспев, выпроводила их за ворота рынка. А те несколько газет, попавшие в руки таджиков, охрана забирает и выбрасывает в мусорный бак. У вас вот люди, ваши, да, ЧОП, они в форме. Какой, да, я поняла. А кто у вас те люди, которые без формы и с рацией? Они имеют право ходить с рацией без формы? Ну, это, наверное, свободные люди какие-то. А как они свободные люди, если они вместе с ними шли? Нет, подождите, вы разговаривали, они пришли с вами вместе, стали сопровождать вас, потом стали забирать у людей газеты, и у них рации, вы общаетесь с ними? Это как по декларации по вашей. Свободные граждане. А они тоже имеют право забирать у таджиков газету, угрожать им, да? Не знаю, там. А вот почему? Вы же охрана ЧОП, почему вы за этим не следите? Вы охрана ЧОП. Вы не следите за тем, что, да, вашим... Мало ли, нет, извините, граждане, которые толкают тачки, они подчиняются вам? Они под вашей безопасностью находятся? Нет, а вы их не охраняете? Нет. Как это? У нас задачи совсем другие. Какие? Какие? Ну, первая задача у нас стоит вот эта, да. Что? Чтобы беспорядков не было? Вызывать нет, беспорядков не было. Вот мы охраняем. В случае нарушения общественного порядка мы вызываем полицию. А мы долго будем здесь еще? Конечно, делю. Мы кого-то ждем? Сейчас, да. Вот начальник сказал, что вызову полицию. Сейчас. Нарушение наше можно? Да нет, сейчас полиция. Да. Нарушение полиция определит там степень нарушения или не нарушения. Да, ну сейчас кто вас обслуживает? Капотня, да? Да. Скажи, а если нарушение распространять бесплатно газеты, зарегистрированные в Российской Федерации, это нарушение считается? Ну, может, полиция приедет, скажет, нет нарушения, и все. Мы вот пока вот так вот. Отличительная особенность газеты заключается в том, что там правда написано о положении таджикских трудовых мигрантов на рынке. Может быть, каким-то образом изменились условия труда, и теперь таджики живут уже не в подземелье, как это было на Черкизоне, а живут в каких-то там помещениях, что там у нас, вагончиках. Но условия-то труда, но антисанитария, но отношение к трудовым мигрантам, они же остались абсолютно те же.
Абсолютное нежелание пустить журналистов с правозащитниками на территорию рынка активистам общественного движения напомнило правила Черкизона. В те времена хозяева тоже превратили свой рынок в неприступную крепость, куда вход был заказан даже высоким чинам. Тогда на Черкизоне существовали свои законы, правила и даже тюрьмы. Люди делились на иерархии от олигархов до рабов. Нынешний садовод тоже в чем-то похож на Черкизон, делятся правозащитники. Один и тот же хозяин и мало чем отличающиеся законы и правила. Сейчас многочисленные попытки правозащитников попасть внутрь рынка пока не увенчались успехом. Карамат Шарипов на полном серьезе заявляет, что на садоводе на правах рабов находится несколько тысяч таджикских трудовых мигрантов. Они лишены права покидать территорию рынка, обращаться в официальные органы и получать медицинскую помощь. А службе безопасности рынка дана полная свобода действий в случае нарушения мигрантами установленных правил. То есть они могут заточить таджика за решетку, бить и унижать. За что я сюда посадил? Только документы сказали, что я сказал документы, раз я отдал. Да, любой человек регистрацию документов. Противостояние Карамата Шарипова с владельцем садовода за права мигрантов, видимо, только начинается. Владельцы московского рынка, чтобы правозащитник отстал от них, хотят его припугнуть. На эту роль олигархи выбрали российских правоохранителей. Следователи из Петровки теперь шьют лидеру мигрантов уголовное дело. В доме, на даче и в офисе Шарипова правоохранители провели обыски, а его самого часто вызывают на допрос. Карамату Шарипову хотят инкриминировать вину за сентябрьский инцидент. Тогда, в канун Дня города, охранники рынка Садовод, прогоняя частных таксистов с прилегающей трассы, полезли с ними в драку, а когда сил не хватило, применили против них огнестрельное оружие. В результате 4 получили ранения, все граждане Таджикистана. Выяснилось с того, что гражданин Александр Яковлевич, Совет Безопасности рынка Садовод, абсолютно дает ложные сведения, потому что позже у нас состоялась очная ставка. И даже он не знает цвет автомобиля, на который я приехал. Я приехал после событий. Он даже не мог показать ни одного видеосюжета, которые у них должны были на тот момент, или вообще на территории рынка, тем более там достаточное количество граждан, больше несколько миллионов посещает день. Я так понял, что он сейчас его использовали как игральную ручку, что можно все говорить, а за вами, как были, значит, Сталинград, значит, за вами власть. Заказной характер нынешнего уголовного дела всем очевиден. Лидер трудовых мигрантов заявляет, что приехал на место побоища уже под конец событий. Об инциденте ему сообщили его соотечественники, попавшие под раздачу полицейского ОМОНа. Вы слишком быстро выросли до майора. Вот, к примеру, на этой записи видно, как Шарипов, только приехав на место происшествия, пытается вступить в разговор с офицером полиции, чтобы тот выпустил из автозаков непричастных к инциденту мигрантов. Однако разговора с полицейским чином у него не получилось. Мигрантов увезли в участок, а потом депортировали из России. Вот видим же последние события, которые в Садоводе, если бы нас не было бы, вообще бы это никто бы не писал, не говорил. Там расстреляли людей среди белого дня. Я прекрасно оцениваю работу прокурора Москвы. Он буквально все говорил. Вот да, есть факты, ваши люди были расстреляны, конкретные фамилии. Но не устраивает работодателю, хозяевам рынка не устраивал. Поэтому они попросили следователя, у представителей уже полиции, МВД, провести по новому расследованию, обвинять не только Шарипова, допустим, обвинять представителей отделов, соответственно, начальников отдела нашей организации, обвинять в целом организацию. Даже нас сегодня заставляют, что молчат. На фоне абсолютного бесправия таджикских мигрантов в России сам собой напрашивается вопрос, чем занимается официальное диппредставительство Таджикистана, если не вступается за своих граждан. Средняя стоимость таджикского загранпаспорта на Скатерном переулке 15 тысяч рублей. Это в 15 раз дороже официальной цены. Я однажды была в консульском отделе, то, что находится в Скатерном переулке. Я разговаривала с жителями ближайших домов, которые прилегают к территории посольства. Они жаловались на то большое количество таджиков, которые скапливаются около консульского отдела, да? Они жаловались на то, что нет туалета, что таджики вынуждены доходить по дворам,
по подъездам для того, чтобы справить свою нужду. И мы писали письмо на имя чрезвычайного и посла Таджикистана в России. Но в этом плане никаких мер не было принято. Безразличие к проблемам трудовых мигрантов свойственно не только таджикским дипломатам, но и всему правительству Таджикистана. Массовая трудовая миграция не является общенациональной проблемой. На государственных телеканалах Таджикистана на полном серьезе внушает населению, что миграция – это общемировая тенденция, и она вовсе не является актуальной проблемой. За 23-летний период своего правления президент Рахмон, кажется, больше беспокоится за безопасность Афганистана, нежели за смерть своих граждан в России. Это центр Москвы, улица Старый Арбат. Здесь в 800 метрах от посольства Таджикистана лежат трупы 7 таджикских мигрантов. Родственники погибших звонят в дипломатический корпус и просят прийти представителя посольства. На другом конце телефонной линии сотрудники диппредставительства отвечают, что будут заниматься вопросом завтра. Ака, аз куда ки соҳиб? Чишмо намеёнам ҳамиҷа. Ака, то мемра, ягон минути дига нест. Агар шумо ҳамин хеба кала бошед, пасоли барои чӣ пасоли? Не, шумо дар боло тоҷикон барои чӣ вористон мондиам? Барои ки дар хуни гаршин дар телевизор мо тамошо кунед, тамом? Азоб бар бироварди мо кашид. Шумо шуморо мегӯед ки эй падартон раҳмат, шумо як галстук пӯшидагӣ дар чишти шумо дар ҳақиқат нормальный кор кардед. Я шумо вообще ягон гар фикри тоҷикӣ мекунед, не мардум? Вот такое наплевательское отношение власти к собственным гражданам породило новую тенденцию. Мигранты становятся политизированными, и это в основном молодежь. Мигранты требуют, чтобы представительство обратило внимание на их проблемы, создавало рабочие места в Таджикистане. Таджикская молодежь в России начинает объединяться в неформальную политическую организацию. Впрочем, на такие требования власть в Душанбе не способна адекватно реагировать. Может разве что высылать убийц для устранения лидеров протестной массы. В остальном правительство продолжает внушать многомиллионной армии мигрантов об отсутствии проблемы трудовой миграции как таковой. این قدر جان کردیم، این قدر مهنت کردیم. ما هم رنگ شو میتونیم که بیزنسمن شویم. روزی خودم هم میگذارم، سب چکه پروردگار. فرزندم هم میگذارم که همش دیپ اکادمی و ماجستر و کاندیدات نام. روز شما میابم. لیکن هر یک انسان سمبل تاجیکستانی در این مرحله باید ناموس داشته باشد. همه ما شکل یکی نیستیم. جامعه ما شما یکی نیست. من تجربه شما نداشته باشم، شما تجربه ما رو ندارید. ما حیات مجبور کرد که چقدر از بین کشتن، سوختن باش مجبور بزنیم. Тем временем ситуация вокруг мигрантов в России все больше усугубляется. Конфликт в Украине и большой наплыв беженцев вынуждает российскую власть ужесточить правила пребывания трудовых мигрантов на своей территории. А надвигающийся экономический кризис усиливает дискуссию о целесообразности импорта рабочей силы из Средней Азии. На российских телеканалах все чаще звучат призывы отказаться от труда мигрантов. Надо закрывать границу, надо делать визовый режим. И для тех мигрантов, может быть, которые захотят честно трудиться, может быть, действительно имеет смысл ввести трудовые визы. Это вполне рациональный и здравый подход. Программа Таджикистана была такова, что пока Россия будет существовать, в таком плане, который был создан, есть нефть, газ, там будут рабочие места, и таджики будут выезжать, принесут деньги. Все эта программа рухнула с Таджикистана. Дальше надо задавать друг другу вопрос, что почему это не было создано. Девальвация российского рубля, падение цен на нефть и сокращение денежных переводов. В Таджикистане об этом не думает разве что ленивый. К чему может привести экономический кризис и выдворение мигрантов из России заставляет волноваться лидера таджикских трудовых мигрантов. Он уверен, в правительстве Таджикистана нарастает паника, и оно не готово к массовому возвращению мигрантов.
эфире телеканала РБК. Андрей Левченко, здравствуйте. Сколько в гостях Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век», Карамат Шарипов, председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». Произошло, вот, что говорят таджикские мигранты, трудовые мигранты, интересы которых вы представляете. Насколько сложно теперь стало получить патент? Выходят ли они из тени? Готовы ли они эти платить деньги? Кстати говоря, вы видели вопросы по тесту на русский язык? Насколько это все просто интересно, сложно? Последние 23 года самый тяжелый, трудный год для трудовых мигрантов, в частности Таджикистана. 14-й? Или вы прогнозируете 15-й? 14-й год. Потому что люди буквально были введены в заблуждение. Не было правильно информированы в стране Федеральной миграционной службы. Люди просто не получили своевременной информации. Их дурили просто-напросто. Их заставляли, говорят, давайте до 29 декабря получайте быстрее патенты, вы будете работать в 2015 году. Очередной обман. До этого 12... По старому патенту, по старой цене? По старому. В 2012 году... А разница-то большая, 1500 рублей в месяц. Это цена. Да, или... В 2012 году... Сейчас патент стоит 4-5. Порядка 4,5. Это... В 2012 году встреча на уровне двух президентов Таджикистана и России. Очередной обман сами такой глобальный для нас. Вы получаете, таджики, на 3 года разрешение на работу, взамен на 30 лет продлили срок. А потом взяли, отменили разрешение. Все отменили. Сейчас, обратите внимание, 4 тысячи. Заработная плата дворника 15 тысяч. 4 тысячи он платит, соответственно, за патент. 3 тысячи платит за жилье, где он там нанимает жилье, скорее всего. Дальше ему надо кушать. С какие цели он должен приехать в Россию? Абсолютно цели нет. Сейчас основная масса наших хотят уехать. Наши граждане готовы уехать на родину. Потому что очередной раз был обман, когда говорят, внутренние паспорта у вас будут действительно. Но с 1 января в ночь 31 на 1 января все было отменено. Люди приобретали билеты, выехать на родину. Все эти билеты были сданы назад. Приезжаете в посольство, в консул, покупаете вместо внутреннего паспорта справки о возвращении на родину. Цена до 3000 рублей. Задуманный механизм был между сотрудниками, скорее, ФМС и дипломатического Таджикистана. До сих пор наши граждане собираются ехать на родину. Я почему это все говорю? Не, ну может это просто начало. Закону, сейчас механизм запустят и все нормализуется. Может быть, но закон о чем говорит? Если гражданин получил патент, в протяжении 2 месяцев он не собирается подписать договор с хозяином, а этого не будет, то, что он заплатил, обратно получается, он подлежит депортации. Если поймали, соответственно, у физического лица. Что-то государство неплохие деньги получает. Если только в 2014 году, ну вот если верить цифрам, около 18 миллиардов рублей, то я могу себе представить, что будет в 2015 году. Или нет, Карамат? Я не исключаю, что задача стоит раздеть мигранта, потом отправить на родину. Сейчас стоит задача. Мы разденем его, заберем последние 4 тысячи, заберем за медицинский, забираем за этот похабный экзамен, который... А почему он похабный? Похабный в том, что сегодня российские граждане даже не владеют и не знают историю России, даже Куликовской битвы, не знают историю той Ленина, который в мавзолее лежит. Другие есть пункты, он не должен об этом знать. Если он дворником работает, должен знать лопату, там, другую, пятую, шестую. А если он работает в тайге там и вообще не встречается с российским? Постоянно в этих подвалах живет. Договора не будем, сразу говорю. Какова суть российского национализма? Нужны ли России мигранты? И, может быть, хватит кормить Кавказ? Обо всем об этом в нашей программе сегодня. У нас в студии член политсовета Русского общественного движения, организатор русского марша в Люблине Владимир Тор. Здравствуйте. Здравствуйте. Лидер общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, у вас замечательная страна Таджикистан. Таджики, я уверен, трудолюбивый народ, который, безусловно, любит свой народ и свою родину. В Таджикистане очень много проблем. Я вас уверяю, что ваша страна нуждается в трудовых ресурсах и в ваших умелых руках. Я считаю, что вам необходимо приложить усилия для того, чтобы устроить свою страну, свой дом. Конечно, наш товарищ, если был членом одной из партий или был депутатом Государственной Думы, хотя бы работал мимо так советником при администрации президента России, ему легче было предложить другим также выехать. Это независимо, таджики или узбеки, украинцы, даже белорусы выехать с России, потому что есть многочисленные соглашения с государственными, от них уже ничего не зависит. Они могут покричать, парад, ходить по улице, и это им ничего не даст. Посмотрим на Западную Украину. Там же тоже бендеры с утра до вечера кричат. Как была наша Украина, как развивается на сегодняшний день, как дружила с Россией, до сих пор и осталась. Так и странам СНГ будет, в том числе наша Республика Средней Азии. Сегодня господин Рамадан говорит, что приезжайте с семьями. Мы же не просили же. И люди сюда едут с семьями. Их дети учатся в различных школах. И именно какая программа? Программа русская, российская программа. Это в первую очередь кто получает пользу? Русский народ, российский народ. Они больше будут знать культуру российского народа.
А в 2050 году мы смотрели, что получается. Каждый третий может стать мигрантом. Я не исключаю, так может стать. Как вы относитесь к людям, которые вам предлагают в этой студии уехать в Таджикистан? Ну поймите, мы говорим, семейные без урода не бывает. Пускай не обижаются. Мало что никто предлагать будет. Я готов поехать на родину хоть завтра. Хотя я прошел военную службу 20 лет при Советском Союзе и при России. Когда меня отправляли в Чечню, состав федеральных войск, или отправили в Афганистан, а меня тогда не спрашивали, вы будете ехать или нет. О методах, с помощью которых российские власти пытаются отрегулировать количество приезжих, мы поговорим с председателем общества «Таджикские трудовые мигранты» Караматом Шариповым. Здравствуйте. Добрый день. Карамат Бакоевич, как вы относитесь к строительству таких спецучреждений для мигрантов? Я думаю, сейчас сегодня все правозащитники отмечают победу. Нет лагеря, значит, все, значит, победа, это победа Советского Союза. На сегодняшнем те руководители, которые необдуманно, бессмысленно, значит, решили такой вот палаточный городок создать, и где содержат дети, которые тогда же победили Великую Отечественную войну. Мы всегда говорим, дети Великой Отечественной победители, поэтому на самом деле мы патриоты и России, и Таджикистана, и Советского государства. Создание любого механизма против сегодняшнего трудового мигранта, это является враг нашего советского народа. Дети приехали и хотят работать, дети хотят прокармливать свои семьи, дети хотят жить, дети хотят развивать культуру России. Обратите внимание на самое главное, что Таджикистан развивается страна как суверенная, развивается сегодня культура российского государства. А откуда? Они же не владеют русский язык? Нет. В Таджикистане практически каждая вторая школа, даже в таком крупном масштабе взять, сегодня имеет достаточно базу российской программы. И они все прекрасно знают. И герои российского государства, сегодняшней современной России, и встречи на уровне президентов, и те же музеи. То, что мы сегодня видим, там находится большая база российская. А почему им не жить в России же? А как можно создать, когда мы говорим, единая у нас база, единая у нас общая граница, а мы для трудовых мигрантов создаем лагеря? А тогда от кого мы защищаем? Хотим защищать, соответственно, создать различные штабов на постпространство советского государства СНГ. Те же базы, те же ОДКБ, которые мы называем. Это разве не противоречит сегодня существованию? Может тогда всем в отставку идти? Это мигранты сегодня приезжают в Россию с миром. Они не так совершают преступления, сразу говорят, это все ложь, чушь, в первую очередь. Они хотят, чтобы климат относились по-человечески, что создавались советы благодаря их лидеров, соответственно, вокруг Федеральной миграционной службы, нет там лидеров. А от кого собрался совет сегодня, не знаю, Федеральной миграционной службы, например, при Москве, даже не говоря о российском нашего. Это люди практически сидят всех в различных западных государствах и диктуют нам, как сегодня создать концепцию миграционной политики. Это собственные жизни же у нас. У нас хорошие были жизни в Советском Союзе, были строительные отряды, приезжали, выезжали. Мы сторонники адаптации наших граждан. Скажите, не то надо есть вы не бояться стран. приветствуете создание спецучреждений для мигрантов? Если я приветствую, тогда приветствую так, что надо, получается, я уже сам заочно приговариваю своих детей в будущем. Там может оказаться мои дети, может оказаться ваши дети. Но те, которые создают лагеря, их дети там никогда не будут. Потому что их дети обучаются на Западе. Их дети сегодня, значит, практикуют больше западного варианта, как лучше им жить, как диктовать на расчленение нашего российского государства. Конечно, я против всегда буду. Это программа «Право голоса» и я, ведущий Роман Бабаян. Здравствуйте. Визовый режим в рамках СНГ будет означать, что мы отталкиваем от тебя бывшие республики Советского Союза. Нам нужно не отталкивать, а приближать. Это заявление сделал президент Владимир Путин после завершения саммита АТЭС. Позиция президента ясна, но получится ли у нас без введения виз навести порядок с нелегальной миграцией и обеспечить россиянам приоритетное право на получение рабочего места? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Проблеме. Право голоса у наших экспертов. Карамат, с вас начну. Вот вы мне скажите, вот трудовой мигрант из Таджикистана, вот он приезжает, как быстро он находит себе работу? Или он сюда едет на удачу, или он едет действительно по какому-то конкретному, собственно, приглашению трудовому, он знает, где он будет работать. Вот как обстоят дела? Я уверен, что сегодня, во-первых, добрый день, каждый второй мигрант приезжает к феодалу. Каждый второй что? Приезжает к феодалу. Феодал. В деревню приезжает. Это еще хорошо, если каждый второй. Я думаю, что если человек, который прибывает и знает, что он становится рабом, однозначно он прощает свою жизнь, молодые годы и прощает своим родителям в Таджикистане. Это по моим, значит, прогнозам, не то что прогнозы, были, соответственно, разговоры мне с родителями.
Последние передачи видели, пусть говорят, что даже родители ищут своих сыновей, не может найти. Мы за трудовой выз. Независимо депутаты прилагают, независимо наши другие страны предположенные. Мы хотим спасти Таджикистан. Спасение Таджикистана – это возвращение детей на родину. В сегодняшней России невозможно остаться, тем более такой длительный период, 20 лет, без детей, без семьи. Все брошено дома, практически забито одними китайцами, земля брошена. Мы за легальную миграцию. Но, по определению, 2 миллиона таджикистанцев находятся в России. Это практически каждый второй трудоспособный гражданин. Куда они приезжают? Да никуда, они приезжают к феодалу. Только будет введена вызов, именно вызов связан с тем, что мы будем... Я благодарен господину Путину. Но невозможно дело оттолкнуть от себя своих партнеров стратегических. Но это будет. Только вопрос решается с вызовом, именно трудовая вызов. Сразу убедитесь, что практически 90% феодалов, зарубежных инвесторов убегут с России. Потому что они здесь рабов искали, а не людей. Это разговор, события, герои мнения. Встать за прилавок или взять в руки метлу теперь можно только с аттестатом. С 1 сентября в России вводится комплексный экзамен для мигрантов. Без прохождения тестирования иностранцам будет запрещено работать в сферах розничной торговли, бытового обслуживания или ЖКХ. Экзаменовать гастарбайтеров собираются по русскому языку, истории и основам российского законодательства. Помогут ли такие знания иностранцам лучше ассимилироваться в нашей стране? И смогут ли пройти подобный тест сами россияне? Вот это проверим вместе с нашими гостями. Карамат Шарипов, председатель общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты». А информацию просто так нельзя распространять. А тем более вы знаете прекрасно, что вот сейчас мы уже боремся, уже месяцев 2-3. Мы не можем освободить людей от рабства. Каким образом у этих рабов мы собираемся, а последующие заставить их сдать экзамены? Они рабы на самом деле, а их больше 100 тысяч только в Москве. Только из одного Таджикистана. А куда будут смотреть наши руководства, Данилы? Вот мне будут спрашивать, ваши граждане будут сдавать экзамен. Хорошо, начнем именно с этой точки. Ни в коем случае нельзя ходить. Начинаем с следующей точки. Никуда нельзя ходить. А кого хотят брать? С аэропорта, забрать человека, который приехал первый раз, ищет работу. Вот он ищет патент. Я спрашиваю, вот этот человек, который приехал в аэропорт искать работу, да, вот он вышел с самолета, вышел с поезда, там, не знаю, он знает об этих новых требованиях или не знает? Таджикистан, вот это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, это государства-доноры. Они обязаны согласовать все эти пункты передвижения гражданина на территории России. В первую очередь, вы едете, господин Абдулла, или там другие, Исраил, там, Мустафа, у вас будут требовать этот документ. Что вы собираетесь делать? Он говорит, я на родном языке писать, читать не могу. Вот он не может писать, читать, кроме этого авиабилета. Вы что, хотите с него требовать, что заплати 3000 и не сдашь, твои деньги не возвращаются? Во-первых, у него в кармане денег нет. Где деньги? Есть риск повторения беспорядков, подобных Бирюлевским, считает глава ФМС Рамадановский, и это накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам. Южное Бутово уже считается среди москвичей анклавом выходцев из Средней Азии. Бирюлево то же самое, уроженцев Северного Кавказа. В Измайлове достаточно большая диаспора азербайджанцев, которые селятся возле рынков. Вот как вы относитесь к вопросу разделения территорий крупных городов по национальному признаку? Тоже ведь актуальная мера, да? Люди будут знать, что вот в этот район лучше не ехать, потому как могут быть неприятности, не будет криминогенных овощных баз, ну и так далее. Ну, слишком поздновато, потому что распад советского государства в 1991 году, и первоначально выехали из тех стран беженцы, там были, допустим, в Таджикистане гражданская война, последующие люди выехали, учитывая желательные доброотношения между Россией и Таджикистаном, выехали все добровольно. И это все они выехали куда? Особенно в первую очередь в Москву, потому что были поезда Душанбе-Москва, Куляб-Москва, Ленинабад-Москва, это все приехали сюда. Именно и тут остались. И вот то, что они оставались здесь, потому что был самый крупнейший рынок был на территории, благодаря Лужкову, это Черкизон. Ну, на самом деле, там же присутствовали практически все лидеры ОПГ, и в том числе господин Лужков был одним из членов, сопредседателем партии «Единая Россия». Что нам скрывать в этом же? Он курировал, строил Москву, и доступ туда никто не имел. В том числе я не имел доступ на территорию этого рынка, хотя являлся лидером таджикской диаспоры с 2001 года. Последующие... Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите сказать, что такие анклавы уже по факту они были, а сегодня надо от них надо избавиться. Но избавиться это плохое слово. Надо более конкретные меры предпринимать. То, что сегодня власть
власти дел надо делать с национальными диаспорами. Диаспоры должны действовать с утра до вечера, а не по приезде президента, по приезде там, депутата. Должны работать с утра 24 часа в сутки. Достаточно, потому что масштаб. В Москве у нас 250 тысяч таджикистанцев. Это практически 28 рынков. Это практически автобазы, системы автомойки. Эти люди в тех условиях, которые даже в годы Великой Отечественной войны люди так не жили в концлагерях же. Мы против того, что сегодня происходит. Мы за именно вызов, который трудовая вызов. Если этого не предпримем, не то, что Россия сегодня в таком положении находится, или Москва находится в таком положении, мы прекрасно понимаем, что это спасение двух народов. Народов России, народов Таджикистана. Спасение в чем? Спасение в том, что отношение, лицо сохранит. Смотрите, что происходит. Толпа народа. Все рынки обеспечены хорошими огнестрельными оружиями. И в том числе, я садовод возьму все. Люди стоят и с автоматами, с другими. ЧОП это руководит. Когда вошли туда, именно русскоязычные, так называемые, славяне наши ребята, и оттуда вытаскивали не русского, не знаю, или киргиз, таджика, и пинали все вместе. Он же никого не убивал. Он прибыл сюда с добрыми пожеланиями. И, к большому сожалению, мы сегодня еще видим, что вид человека дает, чтобы, как будто это люди приехали грабить Россию. Так они миллиарды оставляют. Только Таджикистан оставляет 30 миллиардов долларов в России. Итак, в России очень много сейчас критикуют власти за то, что они запускают в страну такое огромное количество мигрантов. Но и не секрет, что в основном это люди малообразованные, по сути, неграмотные, можно так, наверное, сказать, да, не знающие ни традиций коренных жителей здешних, ни правил поведения, в особенности в мегаполисах. Вот можно и так сказать, что им наплевать на то, о чем думает... на то, о чем думают и как живут здешние люди здесь. И вот с чем они приезжают сюда, вот мне непонятно, какая цель главная? Смотрите, мы находимся в феодальном строе. Я не говорю, у нас Россия феодальное государство. Мы находимся в феодальном строе, потому что рабы приезжают из Средней Азии. Тогда до 17 года там рабовладельческий строй был. До феодализма даже не приходили. И эти люди были 70 лет в составе советского государства. Они ничего, может, хорошего получили, наше поколение. А предыдущие, последующие поколения, они практически остались без образования. Они прибыли куда? В Россию. Надо было одновременно им работу предоставить и одновременно заставить, чтобы они учились здесь. Надо было требовать у работодателей. Такая программа у нас была тогда же. Обязательно заставить работодателей, чтобы помимо того, что трудоустроить, и требовать от них соответствующие знания. С какой целью они приезжают? Получить денег, уехать обратно. Они же не собираются ассимилироваться. В России нет, допустим, трудовых мигрантов из прибалтийских государств. Они не приезжают, не желают. Там считаемся более цивилизованных стран, как считаем европейские. У нас Россия, евроазиатские государства. Люди приезжают из Средней Азии по одной цели. Надо прокормить свои семьи. Другого выхода у них нет. На родину с чистой совестью московская полиция и миграционная служба организует сегодня депортацию первой партии граждан Вьетнама, задержанных в ходе рейда по московским рынкам. Всего было задержано около 1000 нелегалов. Для них организован палаточный лагерь в московском районе Гальяново. Там мигранты ожидают дальнейшего решения своей судьбы. Масштабные рейды по торговым точкам московская полиция начала после избиения одного из своих сотрудников на Матвеевском рынке в конце июля. Тему нелегальной миграции мы обсудим с гостем нашей студии Караматом Шариповым, председателем общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». Здравствуйте, Карамат. Добрый день. Собственно, такой вопрос. Зачем все-таки власти хотят сейчас переселить из Гальянова и рассредоточить, так сказать, в некоторые лагеря мигрантов? Для чего? Чтобы отвлечь внимание, прикованное и СМИ, и общественности? Ну, при всем желании власти недостаточно. Те места сегодня предлагают переводить те же лагеря, которые есть. Количество мигрантов за 2 миллионов. И основными из стран СНГ, в том числе из нашего Таджикистана. Люди приехали неожиданно, как в 1941 году, война, и люди ищут убежище. Это все началось как раз 21 июня, когда началась Великая Отечественная война. И мы все, конечно, в шоке. Лето надо было использовать средства массовой информации, надо убедить людей, что есть ряд суровых законов и есть последствия. И при этом российское государство, как одна из стран держава в мире, имеющая голос при Объединенной Нации, Организации Объединенных Наций, дает вам возможность покинуть там в течение 5-6 дней, за какое-то определенное время, будет вызов в режим введено. 2 миллиона граждан Таджикистана в России.
Надо возвращать домой, надо создать рабочие места. Надо За какие средства возвращать домой? Они как приехали, так хотят возвращаться назад, во-первых. Я не видел ни одного таджика, который находится в спецприемнике, он готов даже, и мы готовы в том плане возвращения наших граждан. Но другая сторона вопроса, что это же границы, это же самолеты, поезда едят же. И идет дополнительная сила оттуда же. Они же на трудовой фронт выезжают сюда. Границу надо. Мы знаем, что Россия нуждается в трудовых мигрантов. Тогда цена будет другая. Тогда другие будут условия созданы. Ну, говоря о ценах, смотрите, предложили мигрантам заработать самим на обратный билет домой. Почему так? Ну, практически все время иммигранты приезжали за свои деньги и были депортированы однозначно и своими деньгами, потому что мы приобретали билетов там благодаря их родственникам, да, продавали дома, продавали там скотину, приезжали там спецприемник. А в это время есть большое количество финансов и поддержка со стороны государства России, миграционной службы нашего. Якобы этими деньгами приобретали билеты на мигрантов. Но они просто сдавали свои билеты приобретения, вместо них списывали деньги. А куда эти деньги пошли? В кармане чиновников. Это есть коррупция. Надо было возбудить уголовное дело. И неоднократно. И по первому спецприемнику, и по другим спецприемникам. Достаточно в России, их много очень же. В эфире телеканала РЕН-ТВ программа «Три угла». Мы не боимся острых углов и никого не загоняем в угол. Я Павел Астахов, здравствуйте. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял дело российского летчика Владимира Садовничева под личный контроль. Асимметричный ответ подействовал. Потребовалось лишь пригрозить высылкой 300 мигрантов, и Таджикистан вновь разглядел в нашей стране союзника. Политолог Николай Злобин уверен, что проблемы у России с Таджикистаном возникли уже давно, а теперь они просто вышли на поверхность. Николай, у России проблемы с Таджикистаном. А эстонский летчик-то как попал на скамью подсудимых? За компанию? Ну, я думаю, что отчасти за компанию, конечно. Отчасти и российский гражданин, и эстонский стали жертвами того юридического бардака, который существует на постсоветском пространстве, и ответственность за который отчасти несет Россия. Пиши, это все для суда только. Вы знаете, ну, мне представляется, что там есть политическая подоплека, конечно, какая-то такого дела, есть какой-то политический заказ. Где она, эта политика? Но все говорят о том, что есть несколько версий, о том, что какие-то люди у нас были арестованы в связи с причастностью к наркотрафику. И вот теперь какие-то тоже есть заинтересованные люди там в Таджикистане, которые пробуют таким образом решить вопрос, освободить как бы дашь на дашь. Лена, а вы как? Мне кажется, что вообще понятие торг здесь, знаете, как у Ильфа Петрова, неуместен. Смотрите, буквально на наших глазах прям какая-то работорговля расцветает. Значит, сначала торгуются или не торгуются за наших летчиков. Теперь в качестве бартера используют 300 человек таджиков. Я понимаю, что мы таджиков там приравниваем сотня к одному, скажем, нашему и к 3000 американцев. Но совершенно верно. Но смотрите, на наших глазах их как рабов используют. То есть люди здесь жили на положении черти каком, значит, теперь их, за них выкупили. Мы совсем недавно с вами встречались в этой студии. Вы говорили о том, что россиянам нужно пересмотреть свое отношение к мигрантам. Помните? Вот практически на ваших глазах сбываются ваши слова и пожелания. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Я, честно говоря, удивлен в других вещах, когда бьем лежащего, а при этом второй россиянин в Америке. При таком ситуации тому пожизненную дали. Сегодня должны летать различные истребители, просить у Кубы, просить у Венесуэлы, бомбить сегодня Америку и доказать, что вы державы, что вы с таджиками хотите делать. Вы говорите мне раз навсегда. Это раз. Во-вторых, Таджикистан суверенное государство, имеет избранный президент, имеет свою символику, имеет 8 миллионов населения. Карамат, расскажите, что происходило с мигрантами из Таджикистана в пятницу и субботу после заявления миграционной службы о массовой высылке из Москвы и из России? Там ущемление прав граждан. Как? Ущемление. То, что значит, они их ловили буквально, когда выходили с метро. Это люди не получили по 8-9 месяцев заработной платы. Это все осталось у работодателей на сегодняшний день. Среди которых были депортированы с России. Немного, человек 6 на самом деле, то есть на сегодняшний день. Они женаты на русскую девушку. 2 из них имеют детей.
Они были отправлены в Таджикистан, первой партии же. Дальше происходит такое событие. Людей держали в обезьяннике. Соответственно, должен был Россия думать первоначально. Надо трехразовое питание предоставить, постельное белье. Если мы хотим стать европейским государством. Россия евроазиатское государство. Это во-первых. Во-вторых, то, что по отношению к летчикам, мы просили, что их освобождение. Если поскольку мы говорим, Таджикистан это суверенное государство, есть президент, скорее всего он примет меры, но с другой стороны, если президент примет меры по отношению к данным летчикам, он нарушает Конституцию Таджикистана. Он является гарантией в этом направлении. Но с другой стороны, нельзя. Каким образом он нарушает? Как президент он может помиловать любого. Единственный выход. Роман, уже нарушена Конституция Таджикистана. Грубо нарушен закон. Невиновные люди получили 8 лет. Послушайте. Очевидно, невиновные люди получили 8 лет. 1 год, 8 месяцев находятся в тюрьме 3 брата. 3 брата Рахимов были расстреляны среди ночи сотрудниками московского уголовного розыска. Один из них погиб в тот же ночь. Прямо в квартире, где они снимали жилье. Это люди были трудовыми мигрантами. Их мама находится здесь. Ни в одном средстве массовой информации я ни одной статьи не видел. Помимо этого находится более 50% заключенных из Таджикистана. Они невиновны. Если мы отпускаем летчиков, одновременно помиловал господин Медведев остальных, которые невиновны из Таджикистана, находясь в тюрьмах Российской Федерации. Прекратите ставить ультиматум президента Российской Федерации. Да? Я считаю, это неправомерно. Но в чем Роман прав? Так это в том, что действительно права трудовых мигрантов зачастую грубо нарушаются. Именно трудовых. Не бездельников и криминала, да? А именно трудовых. И не только таджиков, но и узбеков. Они зачастую отданы на растерзание такому нашему бизнесу, такому полунелегальному. У них отбирают паспорта. Мы знаем, они живут в ужасных условиях. И мы, конечно, должны навести порядок и в том числе защитить права людей, которые приехали сюда, вкалывают по 12 часов в сутки и честно работают. Не криминалитета наркотического, который тоже у нас есть, а этих трудовых людей. Мы, конечно, должны защитить их права. Это безусловно. Назовите, что он совершал преступление, в эту же ночь он был депортирован. Назовите хоть одного человека. Вы же сказали, огромное число сидит в тюрьмах и в следственных изоляторах. Это другие лица. То, что последние дни были депортированы. Ни одного преступника среди них не было. Это были трудяги. Они приносили благо российскому государству. Ну, Павел, вот обидно, что Россия прошла через это с грузинами. Невозможно не согласиться с этим, потому что отношение к мигрантам мерзкое. Мы знаем, что ни порядка нет, никто не следит за тем, как они живут, в каких условиях. И то, что сейчас с ними сделали, вот сам этот поступок нас не звел ниже всех неправомерных решений, которые были совершены в Душанбе. Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов, здравствуйте. Российский публицист Егор Холмогоров и лидер либеральных демократов Владимир Жириновский в эфире одного российского телеканала выступили с заявлениями о геноциде русского населения в Таджикистане в начале 90-х годов. И это вопрос сегодняшней программы. Был ли геноцид русских в Таджикистане в 90-х годах? Гражданская война в Таджикистане унесла жизни 150 тысяч человек. Еще 1 миллион стали беженцами. Множество жертв было и среди мирного населения. Однако чистки происходили по региональному признаку, а не по национальному. Русскоязычное население в годы войны старались не трогать ни та, ни другая воюющие стороны. Масштабные жертвы среди русских могли быть лишь в том случае, если они участвовали в войне на чьей-либо стороне, что было большой редкостью. И все же, был ли геноцид русских в Таджикистане? Спасибо нашим журналистам. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Мы обсуждаем, был ли геноцид в Таджикистане. И первое слово я хочу предоставить Юлии Хижняк. Почему вы уехали в 90-е? Сегодня все выехали оттуда в связи вот с событиями, которые произошли в Таджикистане. Но 9 могил, которые на русском кладбище возле Душанбе, от нас остались. Я прожила прекрасную жизнь в Таджикистане. Геноцид как таковой, вот как я его знаю, как записано в конвенции в 1948 году, убийства, специальные там, так сказать, уничтожения, специальные это. Я и моя семья никогда этого не испытывали. Так случилось, что я стала президентом фонда «Холокост» и очень много изучала, что такое геноцид. Геноцид, действительно, вы правильно совершенно сейчас процитировали определение ООН, что такое геноцид. А в Таджикистане? В 90-е? В Таджикистане нет, об этом нет, конечно. Не было. Это совершенно другая история. Что вас хочет? Ну, во-первых, таджиков оттуда уехало 1,5 миллиона.
Это во-первых. Во-вторых, 250 000 таджиков, 250 000, вернее сказать, граждан Таджикистана было истреблено в эту войну. Независимо от того, какой они национальности. В гражданской войне всегда погибают граждане. И никакой специальной направленности против русских в этой войне не было. Одну секундочку, когда вы говорили, я вас не перебивала. Пожалуйста. Так вот, никаких фактов, прямых фактов, что именно русских собирали и истребляли, у вас нет. Я это знаю абсолютно точно. Но я знаю другое. Вот здесь сидит русская Юлия Николаевна. У меня десятки друзей русских, которые выехали из Таджикистана. Армян, не только русских. Если бы там был геноцид, если бы там была война направлена против русских, а не гражданская война, которую, как теперь мы понимаем, тогда у нас не было опыта. А сегодня, наблюдая за тем, что происходит в Ливии, Сирии и так далее, мы понимаем, что гражданская война в Таджикистане была спровоцирована. Если бы против русских был геноцид, уж те, кто там живут на своей собственной шкуре, это бы ощущали больше всего. Вот сидящая здесь женщина сказала, что ее прятали таджики же, чтобы их не убили. А скольких таджиков убили, и никто их не спас? А сколько? Вопрос хочу поставить. Вот из России в эти же годы, в эти же 90-е годы, выехало огромное количество людей, только ученых 1 миллион. Скажите, пожалуйста, да, причем всех национальностей 10 миллионов, и население России очень сильно уменьшилось. Скажите, пожалуйста, это геноцид? Карамат, прошу вас. Никто не говорит, где кто такой Шушкевич, кто такой Ельцин, и третий, конечно, находясь там на Украине. Они решили судьбу советского государства. Они решили, как там воевать. Что касается геноцида, давайте не будем позориться. И раз навсегда. 150 тысяч мы однажды уже проиграли за Великую Отечественную войну. 150 тысяч положили за гражданскую войну. 12 тысяч таджиков погибли в Афганистане за русского человека. Из Таджикистана русских, которые даже сегодня живут и жили во время войны, нам говорят, никакого геноцида не было. Мои друзья, десятки друзей говорят, геноцида не было. Мне русский человек говорит... А мертвые уже никому ничего мне русский не человек, расскажут. который здесь живет, юноша, говорит, меня не убили только тогда, когда на меня наставили пистолет или там оружие. Не убили только потому, что приняли меня за русского, потому что я русский. То есть факты говорят абсолютно о другом. И поэтому я совершенно согласна. Сама тема сформулирована, вот нашей беседы сегодняшней, абсолютно некорректно. Геноцида не было. Таджики всегда были пророссийские, прорусские настроены. Таджики первые ввели русский язык как государственный язык, дали статус государственного языка. И сейчас статус официального языка за русским языком в Таджикистане сохраняется. Спасибо. Спасибо. Ваша позиция понятна. Карамат Шарипов, прошу вас. Спасибо. Карамат, прошу вас. Молчите. Карамат. За Россию вашим геноцидом отдавал свою жизнь мой отец за Россию. Надо всегда стараться говорить слава или благо. Таких много. К тому, что нам тогда была дружная семья. Дай Бог, что продолжит эту историю. Мы не сможем. Слава Всевышнему в первую очередь. Да. То, что мы сегодня видели, показывали дети. Это единственная страна в СНГ еще продолжает при всем унижении российского нашего государства, наша вместе этого народа. Летчиков замена 300 таджиков на одного летчика. Это позор всего мира было. Вы были инициатором тогда вообще. Москва ток-шоу «Пусть говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. 22-летняя москвичка Татьяна Швыркина уже на 9-м месяце беременности. На днях она станет мамой. Отец ребенка, таджик Фируз Рахимов, буквально светится от счастья. Вот Аня сейчас, вот я об этом и задумаю. Аня, я прошу, у вас возраст, по-моему, там приличный. 2 недели прошло, как он Я полагаю, что религия здесь не при чем. И национальность не при чем. У вас были обряды? А вот если вас избивают... У вас был обряд, если это девушка? Вы сами знаете, мы не У вас, имеем... я спрашиваю, были обряды? И случилось, когда вы попросили... Так же я ее и отпустил. Отпустила? Когда это случилось? Давным-давно уже. Я ее не видел, не знаю сколько. Того года. Хорошо. Кто сказал, что я ее отпущу? А сколько раз он может брать и отпускать? Сколько хочет? Или 4 раза? Это, поймите, для любого мусульмана. Нельзя ли сейчас это происходящее вот ситуация считается позор. Это позор. Тем более, я считаю, что, как мы говорим, наши коллеги, на территории чужого государства показать свое лицо, играть игры, мне жалко вашей мамы. Она прекрасная женщина. Жаль, так это маму, это правда. Мне жалко не вот тебя то, что... и даже не тебя жаль, а вот маму то, твою жаль. Мне роль не играет, это таджик или он русский пятый. Себе очень по-хамски ведешь. По отношению ко всем ведешь хамски.